Праздник для всех и каждого. Дата круглая, формат празднования масштабный. Здесь и картинные выставки, и сладкие угощения. А для любителей прекрасного – настоящий ингушский танец. Среди участников ансамбля и Фатима Ганижева. Девочка просто не смогла остаться в стороне в столь значимый день для ее республики. Нашим танцем мы хотели показать, что у ингушей красивые движения, красивые девушки, которые делают аккуратные движения, что у них красивые платья, как у нас сейчас. Внести свою лепту решили и школьники. Сегодня здесь растянулась настоящая осенняя ярмарка. Корзины с фруктами, красочные подделки, блюда. Удивил своим разнообразием и стол лицея Магаса. Чтобы не отходить от главной тематики, его накрыли блюдами ингушской кухни, уверяя, что это не только патриотичней, но и вкусней. В самом начале мы хотели добиться того, чтобы показать нашей молодежи, детям именно исконные национальные блюда. Чтобы все прошло слаженно и без эксцессов, за организацию мероприятия отвечает городская администрация. Они и подготовили вкусные подарки для жителей столицы. В прямом эфире будет транслироваться концерт в городе Сунжи, да, в честь 250-летия. Ну, также увидите, да, сзади нас проводятся различные мероприятия помимо трансляции. Это ярмарки, выставки. Также у нас вот несколько палаток с национальной кухней, где люди могут прийти, попробовать. Также много гостей, которые приехали сюда. Ну, мэрия города организовала все, чтобы людям, детям со столицы было здесь приятно провести время. Отмечают, как и подобает юбиляру, с размахом. Сегодня и погода этому благоприятствует. Пока одни на зрелищном шоу в Сунжи, другие празднуют здесь, в столице. Однако благодаря прямому вещанию увидеть представление сможет каждый, не выходя из дома или на больших экранах, которые именно с этой целью установили на площадях городов Ингушетии. Приехал с друзьями в нашу столицу отдохнуть. К сожалению, в Сунжи попасть не получилось. Но очень рад, что идет прямое вещание, которое будет в 4 часа. Это очень удобно. Место для столичных гуляний было выбрано не случайно. У подножия башни Согласия и современного мира в эпоху Средневековья, чтобы передать атмосферу тех событий, которые раз и навсегда изменили ход истории республики 250 лет назад. Хава Гагиева, Ахмед Гандаров, Новости 24.